Наш детский сад гостеприимно открыл двери в ноябре 2014 года. Детский сад задуман как образовательно-оздоровительный комплекс с охватом детей в где-то порядка 600. Но вот это вот главное здание, в котором находится 300 детей, 9 групп общеобразовательного развития и одна группа с детей с ограниченной возможностью здоровья. Далее дополнительные детские сады в вновь построенных зданиях находятся. Один детский сад, одна дополнительная группа уже действующие, 3 группы, и на подходе еще 4 группы. И в общей сложности будет 600 детей детский сад обслуживать. Ну, детский сад как оздоровительный комплекс оснащен. Здесь имеется соляная пещера, сенсорная комната и, значит, бассейн. То есть, как бы для оздоровления детей созданы хорошие условия. Учитывая наши северные условия, соляная пещера, фитобар, конечно, способствует оздоровлению детей, поддержке их иммунитета. Да, очень удачный проект, и я вот сейчас очень много езжу по стране, смотрю те новые детские сады, которые строятся вот за счет федеральной программы. Этот действительно производит впечатление и отличается в лучшую сторону. Здесь все сделано для того, чтобы детям было удобно, комфортно, безопасно. Ну, вот, конечно, театральный зал, я думаю, что практически любой детский сад в России может такому залу позавидовать, чтобы была и сцена большая, и зрительный зал. Очень здорово. Ну, конечно, спортивный зал тоже очень большой. Ну, просто такое светлое здание, окна большие. Все, конечно, производит впечатление. Мне кажется, как раз для вашей республики естественно и нормально. Конечно, любой ребенок, который знает 2 языка или даже большее количество языков, он развивается интеллектуально. Вот, поэтому, конечно, изучать язык очень важно. И иностранный язык, и вот родной язык, как якутский. Даже если ребенок растет в русскоязычной семье, мне кажется, это тоже очень важно делать.